Жоғарылатылған айлықтарға қарабастан инфляцияның өсүшү менен элдин чыныгы кирешеси билинбей калууда. Министрлик кабинети инфляциянын көлүмүн 7,5% өлчөмүндө кармалат деген прогноздорду берип жатат. Кабыл алынып жаткан чечимдер жетиштүү деп эсептейсизби сиз? Кандай ойлоп атасыз? Бүгүнкү күндө бул көтөрүлгөн айлыктардын пайызы инфляциядан чоңураак болот. Адылбек Илешевич, мүмкүн министрлер кабинетинде инфляциянын өсүүсүн токтотуучу жаңы методдору барбы, жокпу? Тилекке каршы кабыл алынып жаткан бардык чечимдерге карабастан инфляциянын өсүү темпи жогору болуп жатат да? Алмаз Кушбекович, на сегодняшний день сколько аильных аймаков находится в дотации еще до сих пор? В 2022 году сейчас 330 дотационных, 123 недотационные. Вы знаете, здесь вопрос в том, что хотя выравнивающие трансферы из республиканского бюджета с целью поддержания стабильного аильного аймака на 2023 год рассчитан в сумме 3 миллиарда 98 миллионов сомов с увеличением на 1 675 миллионов сомов относительно утвержденного бюджета 2022 года. Так, нет? Да, так. Но все равно этой суммы же недостаточно. В республиканском бюджете на 2023 год Министерство финансов Кыргызской Республики планируется предусмотреть целевые трансферы в сумме 1 миллиарда 130 миллионов сомов. Или с увеличением на 256 миллионов сомов относительно утвержденного бюджета на 2022 год. Из них можно ли уточнить цифру на компенсацию выпадения доходов местных бюджетов по Московскому району и Сокулскому району? В принципе, можно в письменном виде передать мне. Хорошо, сейчас как раз специалист подойдет, именно по этим районам даст вам ответ. Сөзімдің аяғында этот очень такой важный вопрос для меня, это финансирование капитальных вложений. В моем округе Тилекке Каршы нет такого аильного аймака, в котором не требуется капитальный ремонт или капитальное строительство. А Арбирдерден там проблемы с школами, дорогами, детские сады, больницы и ФАБы был Москва районун, жана Сокулук районунда. Хотел бы попросить еще раз, очень давно стоит вопрос о строительстве детского садика в Александровском аильном аймаке. Этот вопрос уже с первых дней поднимается, титульный тизмеге кирген, но до сих пор никаких движений нет, поэтому я хотел бы попросить вас, чтобы вы взяли на контроль и на 2023 год уже заложили в титульный лист и начали строительство.